Белый, синий, красный. Не просто трехцветное полотно, а лицо государства. Сегодня день российского флага. Стройматериалы с доставкой на дом. Малоимущие семьи Ингушетии получили помощь от депутата Госдумы Алихана Харсиева. День России отметили и в селении Чемульга. Турнир по стрельбе из лука собрал десятки спортсменов со всего региона. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Сегодня день государственного флага Российской Федерации, главному символу страны 27. С праздником жителей региона поздравил глава Ингушетии. Цитата. «Триколор является символом современной, свободной и процветающей России и отражает славную историю страны, ее военную мощь, богатую культуру, выдающиеся достижения. Наш флаг олицетворяет мужество, благородство, трудолюбие и согласие российского народа, его любовь к родине. Все значимые события в жизни страны проходят под развивающимся бело-сине-красным. Вносили и уверен, что и в дальнейшем будут также вносить достойный вклад в развитие российского государства, воспитывать достойных граждан страны в духе уважения и любви к родине». С флагами своей страны и зарубежных государств мы встречаемся повсюду. Они развиваются над административными зданиями, их поднимают на мачтах кораблей и в честь победителей спортивных состязаний. Любой национальный флаг – это зашифрованный знак мощи и богатства страны. История российского триколора в сюжете Хавы Султыговой. Официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. За свою многолетнюю историю российский триколор не раз побывал в небе. Его раскрывали в морских глубинах. Его доставили даже в космос. Государственный флаг – это своеобразная летопись, в которой отражены традиции народа, самые значимые события и малоизвестные факты. Белый цвет символизирует благородство и откровенность. Лазаревый, он же синий – верность, честность и целомудрие. Алый – это мужество, смелость и великодушие. Главным учредителем нашего знамени стал Петр I. Царь сам начертил образец флага и определил порядок на нем горизонтальных полос. Этот флаг украшал и военные корабли русского флота до 1712 года, а потом был введен Андреевский флаг. В новой истории нашей страны трехцветный российский флаг впервые подняли 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Вот он, тот самый триколор, который хранят как символ времени и поворотных событий для страны. Указом президента в декабре 1993 года было утверждено положение о государственном флаге Российской Федерации. 22 августа 1994 года впервые отметили День российского триколора. Сегодня под флагом России живут свыше 143 миллионов человек, более чем 100 национальностей. С Россией в составе России ханат, российский флаг ларха есть. Ведь ларх есть же, я праздник, дик праздник, да, хоз праздник, вейн ешер праздник, да. Вы государство великое, самое сильное, самое мощное государство есть Россия, хам чумалда, хамуша, дегалдеш, могешь мерше болешь, чтобы мы могли гордиться нашим государством. День российского флага объединяет огромную страну. Это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой державы. Хава Султыгова, новости 24. Десятки активистов-патриотов пронесли большое трехцветное полотно с изображением российского триколора по центральной улице Магаса. Маршрут пролегал от башни Согласия до аллеи. Подробнее Тамара Хашагульгова.
Ни дождь, ни слякоть, ни помеха. Огромное трехцветное полотно 6 на 9 метров. Юноармейцам предстоит пронести от башни Согласия до аллеи. К акции присоединились порядка 50 активистов. Кому-то честь нести триколор достается впервые, а кто-то, например, Магомед Балаев, в этом ответственном деле, можно сказать, не новичок. Конечно, я хочу поздравить всех с этим праздником. Желаю всем счастья, успехов, чтобы все у них было хорошо. Когда мы участвуем, это в первую очередь всегда приятно. Это, как бы сказать, мы чувствуем себя очень даже хорошо, когда мы участвуем в таком мероприятии. Бок о бок, плечом к плечу, призывая к миру, единству и согласию. День российского флага для ингушей – особенный праздник. Ведь уже 2,5 века мы являемся частью России, делим горести и радости вместе. Каждый из нас – частичка великой державы. Пришла из 4-й школы со своими одноклассниками. Мне нравится, мне даже не мешает дождь нести этот флаг. Впечатления шикарные, если честно. Погода внесла свои коррективы в праздничный план. К примеру, от концертной программы все-таки пришлось отказаться. Однако без торжеств сегодня точно не обойдется. В республике сегодня впервые пройдет открытие пост номер 1. Это означает, что ребята у Вечного огня, у могил неизвестного солдата, в такие памятные даты, они несут вахту. Все-таки решили в таких условиях провести и пронос флага, и пост номер 1. И вот мы сейчас идем по аллее этой, на этот пост, и будем впервые наблюдать в нашей республике смену караула. Ребята будут меняться, сдавать этот пост. А Вечный огонь – финальная точка торжественного шествия. День российского флага – праздник, который объединяет людей вокруг вечных ценностей, патриотизма и чести. В этот праздник каждый из нас ощущает себя частью великой страны. Сегодня так красиво, достойно пронесли наш государственный флаг Российской Федерации. Действительно, сегодня 22 августа. Сегодня вся страна отмечает важный государственный праздник. Это День государственного флага Российской Федерации, главного символа нашего государства. И, конечно же, мы сегодня должны отдать дань уважения символу великой страны, с великой историей, многонациональной, огромной страны. Патриотическая акция, организованная региональным отделением Союза ветеранов страны и юноармейцами, это своего рода мост между поколениями. Старшие передают опыт младшим, наставляя и напоминая о вечных ценностях. Союз ветеранов Ингушетии для себя поставил еще цель. Это непосредственно работа с нашим подрастающим поколением. Это мероприятие в деле патриотического воспитания. Это как такие мероприятия, которые будут направлены на противодействие терроризму, экстремизму, противодействие наркомании. Сегодня, если мы, ветераны, у которых огромный опыт работы, если станем в стороне, это будет неправильно. Мы так решили. И сегодня, несмотря вот на эти погодные условия, мы поддержали символ нашей страны, мощной страны России. Главный праздник у нас, мы чествуем флаг России. Здесь, где вздыбила земля величием гор, родились гордые героические народы Кавказа. Поэтому хочу сказать всем ветеранам, всем особую благодарность. Кульминация праздника – подписание соглашения о сотрудничестве между ветеранами и юноармейцами. Такая вот связь поколений, но теперь закрепленная печатью. Тамара Хшагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24. Не менее интересным мероприятием отметили праздник и в селении Бейни. Активистов объединил флешмоб «Мосты дружбы», к которому присоединились и гости из других регионов. Репортаж Харуна Аздоева. С Днем российского флага! Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, флаг страны, а точнее его цвета, символизируют мир, верность и силу. В этот день по всей стране проходят флешмобы, концерты, спортивные и культурные мероприятия. Наша республика решила провести праздничное мероприятие у подножья одной из величественных гор Ингушетии. В планах организаторов было восхождение на Столовую гору и водружение триколора на ее пик. Но погода внесла свои коррективы. Однако это нисколько не испортило настроение собравшихся. Хотелось бы увидеть, но тем не менее мы здесь понимаем, что всегда есть какой-то форс-мажор, и ничего страшного, главное это люди.
Вот. А места, ну приедем еще раз, нужно же зачем-то возвращаться. Страна у нас большая, огромная, все мы разные. Главное жить в мире, любви и согласии, вне зависимости от того, какой мы веры. А правда у нас одна, я думаю, Родина большая, для всех у нас одна. С Днем России, с Днем флага. В этот день главный символ страны объединил представителей разных национальностей в общем стремлении к сохранению богатейшего духовного и историко-культурного наследия. Среди гостей активисты из Волгограда, Дагестана и Астрахани. Получив приглашение присоединиться к акции, Сагида Джарилгасенова, не раздумывая, согласилась. Девушка уверена, что подобные мероприятия – воплощение идеи мостов дружбы. Очень нравится, здесь свежий воздух, атмосфера. Люди очень приветливые, заботливые. Мы помогаем тем же самыми палатками, тоже общаемся, знакомимся с людьми. Участники акции выражают чувство любви и гордости к отчизне. Бело-синий красный стяг воплотил в своей цветовой гамме идеи чистоты, благородства помыслов и верности. Многие приехали с детьми, среди собравшихся также и религиозные деятели. Один из них, Башир Султыгов, имам Икажевской мечети, чувствуя собственную причастность к тому, каким будет настоящее и будущее России, не смог остаться в стороне. Меня сюда привело гордость, в первую очередь, за свою республику и за свое государство. А дождь – это не помеха. Несколько палаток и горячая еда согревают, в то время как организаторы дают краткий курс истории региона. Не сумев покорить Столовую гору из-за обильного дождя и густого тумана, жители и гости Ингушетии решили посетить башенные комплексы. Такую экскурсию вряд ли еще где-то можно провести. В Ингушетии очень красиво, даже мы в дороге встретили, очень много было интересных комплексов, башенных, старинных. Я думаю, мы еще вернемся. Несмотря ни на что, можно с уверенностью сказать, что празднование Дня флага России, наряду с другими мероприятиями в равнинной части республики, состоялось и в высокогорной Ингушетии. Харун Аздоев, Магомед Белокиев, Новости 24. Малоимущие семьи Ингушетии получили помощь от депутата Госдумы Алихана Харсиева. Блоки, кирпичи, доски и другие строительные материалы выгрузили на складе в Магасе. Их поадресно развозят нуждающимся. Помощь оказана при поддержке фонда Геннадия и Елены Тимченко и благотворительных фондов региона. О добром деле следующий сюжет. Грузовик со стройматериалами Хади Халухоева встречают у ворот. Лес для возведения крыши выгружают во дворе. А значит, очень скоро семья из 10 человек переедет жить в свой собственный просторный дом. Хозяйка, сдерживая волнение, рассказывает, из-за капризов погоды порой жизнь в щитовом доме становилась настоящим испытанием. Главе семейства такие нагрузки не по плечу, здоровье не позволяет. Семье помогают периодически неравнодушные жители. В частности, от депутата Госдумы Алихана Харсиева они не в первый раз получают такую помощь. Жогоогдод тутун яхана вашта дооч хади вашта доолш дуахгдод тоос гэс доктоны чи дун помощи ханприм сайч дун ди жогоогдос тасаа дооц алихана фондшса ноос яйхтхан зэг хамаг фондшсан дядо хамаг дядо хам просто единственное бохле быта утпя чан ханз ахшалын дацо. Каркас нового дома семьи Халухоевых возводили поэтапно на протяжении 2 лет. Как малоимущая семья, они стоят на учете у различных благотворительных фондов, в частности «Солидарности», к которому обратилась хозяйка дома. Помимо кровли осталось еще немало работы, включая и внутреннюю отделку. 2 года назад мы начали здесь стройку дома. Вот коробку поставили, сейчас привезли лес 5 кубов, чтобы сделать каркас для крыши. Если в дальнейшем здесь нужно профнастил, окна, отопление, если есть кто-нибудь желающий помочь этой семье, может обратиться в фонд «Солидарность», может другим фондом даже может обратиться. Блоки, кирпичи, доски, ламинат и другие строительные материалы сначала выгружают здесь, на складе в Магасе, а уже потом груз развозят поадресно. Сегодня из стройматериалов древесина. Помощь оказали на этот раз 50 нуждающимся семьям. При поддержке депутата Государственной Думы Харсиева Алихана и при полном финансировании фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также при содействии фонда Ади Ахмад и «Солидарность», сегодня проходит продолжение акции «Общее дело. Единая страна, единая забота». Подать руку помощи нуждающимся просто необходимо, ведь, как известно, добро, подобно бумерангу, возвращается. Тем более, если непростое для человека время дали надежду, уют и кров. Тамара Хшагульгова, Адам Мережкова, Асхаб Белокиев, Новости 24.
Почти 3 миллиарда рублей направили в правительстве страны на переобучение безработных. Соискателям будут доступны как очные, так и дистанционные курсы. Оставшиеся без работы из-за коронавируса смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. Образовательные программы уже прошли экспертизу и доступны на сайте worldskills.ru. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России». Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения. В организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают. Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки. Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Возможен и дистанционный формат. Длительность курса в среднем составляет около 3 недель. Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это время в стране обучение пройдут около 110 тысяч человек. Теперь данные Оперштаба по коронавирусу. В России за минувшие сутки зарегистрирован 4921 новый случай с COVID-19. Почти неделю ежедневные показатели не превышают отметку в 5000. Всего, по официальным данным, заболевших более 951 тысячи человек. Выздоровели порядка 767,5 тысяч. В регионе плюс 22 случая с коронавирусом за сутки. В общем списке заболевших 4140 человек. Выздоровели 3678, в тяжелом состоянии 22 пациента, из них 3 на ИВЛ. День России отметили и в селении Чемульга. Турнир по стрельбе из лука собрал десяток спортсменов со всего региона. Хорошее настроение, дух соперничества, проливной дождь не сказался на результатах соревнований, но помешал нашей съемочной группе, повредив камеру. Правда, мои коллеги не растерялись и нашли оптимальный выход из ситуации. Репортаж Муслима Ганиева. Шум леса в селении Чемульга звучит в унисон со звуком полета стрел. Первый открытый чемпионат республики по стрельбе из лука по животным мишеням проходит в лесистой местности. Несмотря на дождь, на соревнования съехались стрелки со всех районов республики. Интерес проявили более 25 участников. Дивизионов 3 – это лонгбоу, это инстинктив, борибоу и дети. Погодные условия все-таки внесли свои коррективы. Дождь меняет траекторию полета стрел, а попавшие в детали капли воды выводят из строя нашу телекамеру. И в ход идет камера мобильного. Условия чемпионата максимально приближены к реальным. Здесь очень мокро, ноги скользят. Однако участников турнира это никоим образом не смущает, а наоборот, усиливает спортивный интерес. Самый молодой участник чемпионата Абдулрахим Евлоев на этом турнире свое еще не отстрелял, но уже успел принять участие во многих соревнованиях и занять призовые места. А какой у тебя лук? Покажи, расскажи про свой лук. 26-й. 26-й. Это что, сила натяжения? Да. Ага. Ну-ка, покажи нам, как ты стреляешь. Волки, косули, кабаны, барсуки. В числе мишеней, а их 10, все животные дикой природы республики, на которых можно поохотиться с луком. В зависимости от размера животного меняется и расстояние до мишени. Волка стреляет с 25 метров, это самая большая мишень, а в крысу с 3. Мишени, фото животных. Там есть зоны, килл-зоны, в которые нужно попасть. Дистанции, расстояние от 3 до 25 метров. В данный момент. Каждый участник стреляет по 2 стрелы, и в конце, по общим, суммировав 2 круга, выделяем победителей по 4 дисциплинам. Первый 2D-чемпионат организован администрацией сельского поселения Чемульга и региональной федерацией стрельбы из лука и арбалета. По его итогам будут учтены все ошибки в организации турнира, а в будущем здесь планируют провести соревнования всероссийского масштаба. Я вижу, как они стремительно развивают это направление у нас в республике. И сидя однажды со своими друзьями, у нас появилась идея провести эти соревнования у нас в Чемульге. И я считаю, что эти условия более чем подходят под именно проведение такого рода турниров. И мне лестно и приятно, что именно первый чемпионат открытый, именно в лесистой местности 2D проходит у нас в Чемульге. Для тех, кто с лучным спортом не знаком, организаторы предусмотрели учебный полигон, где любой желающий может освоить азы стрельбы из лука, а также попробовать себя в роли лучника.
Оказывается, первый блин не всегда комом, а лучный спорт хоть и наука, но ему можно легко обучиться. Помогут в этом лучники республики в лице Федерации стрельбы из лука и арбалета, которые ежемесячно проводят мастер-классы и обучающие семинары для новичков. А тех, кто этому уже научился, по итогам чемпионата наградили грамотами, кубками и медалями. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.